Всем большой привет, друзья! 27 марта на календаре. И в первую очередь я хочу поздравить всех причастных с Днем ВВ, с Днем внутренних войск. Это раньше так назывался праздник, сейчас он вроде как День Росгвардии или что-то такое. Ну, в общем, как бы не меняли название, суть остается в одном. Внутренние войска — это, как и любой род войск, он нужен. Они защищают нашу страну. В общем, с праздником всех причастных. Так, ну а мы приехали на нашу Печору 27 марта. Нас не было здесь 4 дня, и все поменялось до неузнаваемости. Вот, как мы видим, снега больше на реке нет. Серый лед, местами уже лужи, это вода выступила. С одной стороны, по такому льду видно, все очень хорошо, пока не выпадет свежий снег. Вот серый лед, он безопасный. Если лед темный или вот как типа ржавчины, вот такой рыжий лед, это лед опасный. Вот для сравнения сейчас вам покажу. Подойдем ближе к берегу. Вот здесь у нас вот палочка. Тут у нас живцы в банках. Раньше они были вот здесь. Здесь стояла палка возле берега. И тут у нас были живцы. И вот сюда, вот в эти места уже наступать нежелательно. Даже рядом льда здесь уже нет. Здесь можно сразу провалиться. Глубина здесь где-то по грудь. Утонуть не утонешь, так как течение здесь слабое. Но искупаешься конкретно. Вон, берега уже начали рушиться. Видно, что лед насколько вот сел. И в скором времени, очень скоро, здесь вот возле берега все будет уже открыто. Не знаю, пока съезжаем на снегоходе здесь. Потом где-то придется чуть ниже искать съезд, где нету вот этих. Это, наверное, скорее всего от ключей или что-то такое. Так, весна наступила резко. Весна с большим плюсом, без ночных заморозков. И по прогнозам где-то в течение 10 дней и идет плюс. Плюс 6, плюс 7, плюс 8, с ветром, с дождями. Что это значит? Это значит ничего хорошего. Весенняя рыбалка на продольнике, которую мы так ждали, если так все будет, очень и очень быстро закончится. Как закон подлости. Сначала жара, все растает. На лед в Печоры будет уже не выйти. И потом начнутся заморозки, потом пойдет снег. В общем, не первый год уже такая хрень идет. Ну ладно, сколько успеем, столько успеем. Наша задача сегодня в первую очередь хотел сказать, пробурим лунки. Нет, пробурим, посмотрим палки. Палки никуда не денутся. В первую очередь мы, конечно же, поставим кормушки, пробурим лунки и попробуем на удочку поймать хариуса. Клюет, не клюет, глянем. Потом поставим вставные удочки, глянем продольнички, которые мы оставляли, проверим все. И планомерно будем идти вниз по течению на более глубокие места, искать рыбу. Где-то, может быть, поставим вставную удочку. Сейчас вставные удочки тоже вставлять некуда. Вот это все рыхлый снег. Если рыба попадет крупная, она может удочку утащить. Ладно, что-нибудь придумаем. Самые продуктивные, самые надежные — это вот к палкам привязывать продольнички по 3-4 крючка с маленькими крючками, с мелкими червячками. Это уже надежно. Если даже ударят заморозки, можно выдолбить, и никто уже не утащит. Как-то вот так. Ну что, приступаем. Посмотрим, что у нас получится сегодня. Так, ну что, начинаем. Начинаем вот с такой оснастки. Вот такая мормышечка вольфрамовая, черненькая, красные глазки, желтая точка атаки, 3 живых опарыша. И вот такая нимфочка зеленого цвета, зеленого коричневого, такая тоже с подсадкой опарыша. Много лунок пока делать не стал. Почему?
потому что снега нет. Если что-то попадет крупное, язь или крупный хариус или что-то такое, просто унесет удочку. Сейчас закинул кашку сюда и сюда. 2 прикормки кинул. Тут пробурил вот 2 луночки, 3-4 луночки здесь. Там 1 луночку пробурил. Сейчас просто 5 луночек проверим. Да, нет. Потом глянем в камеру Калипсо подводную. Если никого нет, начнем работать. Долго времени не теряем, потому что, да, рыбалка удочкой интересна. На лесных речках она продуктивная, на Печоре она, ну, если нарвешься на стайку, надергаешь. А если так сидеть возле кормушки, ну, за целый день штук 5 выдернешь, когда как. Он бывает, особенно сиг, подойдет к кормушке, плавает, его видно, его много, но он не берет. А на продольник с червячком нет, да кто-нибудь дотюкнет. Сиг он осторожный. Много времени не теряем, просто буквально по 1 минутке на каждую лунку. Если хариус есть, если он хочет есть, он, я думаю, ударит. Нет, так будем заниматься продольниками. Продольники, я уже не раз вам говорил, самый продуктивный метод. Сразу бабах не последовало. Лед пока еще есть. Старые лунки пытался просверлить, которые были. Они промерзли до конца, потому что было 16-17 градусов. Без снега они также промерзли. Проще пробурить новую лунку, чем старые. Сантиметров 30-40 льда еще есть. Достаточно такой плотненький еще, так что там, наверное, уже съело. Там было тогда сантиметров 30 на этих палочках. Посмотрим. Если льда там мало уже, будем переставлять эти палки. Да, по идее, и так надо переставлять. Почему? Потому что там мелко было. И ерши, и ёршики. Так, мы эту смотрели уже. Мелко, течения нету, и ёрш запутывает. Много ерша, и белая рыба не успевает. Ладненько, пока поклевок нет. До первой поклевки. Долго времени терять не будем. Если ловиться не будет, то начнем работать. Давайте эти 2 луночки еще проверим. Или нету, или не хотят жрать. Поклевка. Поклевочка. Ай, походу хариус. Блин. В лунку не хочет лезть. Пошел. Вот такой вот. Вот такой вот хариус янцкадан. Уже было хотел поставить удочку и начинать работать. Вот к кормушке подошла, кашки нашей. Подошел уже вот такой вот хариус. Вот янцкадан. Отличный. Хорошенький, достойный хариус. Печорский. Успел включить камеру. Камера была выключена. Он сначала тюк, вроде тюкнул. Только включил камеру и сразу же удар. Вот первая самая лунка. Хариус уже к кашке подошел. Янцкадан. В прошлый раз тоже на этой лунке
Самый первый раз поймал сначала я одного, потом Ромка. Так что вроде бы и дно здесь песчаное, но, как мы видим, хариус есть. И такой довольно неплохих размеров. И такой уже активный. В лунку еле-еле пролез. Вот, уже хорошо. Ждем. Ждем, может еще кто-то подойдет. Настроение уже на высоте. Вот так вот. Меня как-то так удочку уже утащило по такому снегу. На этот случай у меня есть вот такая. Это Генсик, один красавчик какой. Это красавчик какой. Вот такой. Вот такой вот красавчик. Фу, настроение уже сразу поднялось. Все здорово. Вот такие вот ставки у меня есть. Сейчас покажу. Вот такие вот у меня ставки. Нарезал с кабель канала. Это специально, чтобы по такому льду не утаскивали удочки. Вот так вот вытаскиваю. Вот так вот пихаю. И все. Теперь он при всем желании уже не утащит. Как-то вот так. Ну что, глянем в камеру, посмотрим подводный мир. Может быть увидим, но мне кажется, навряд ли мы что-то видим. То, что есть, он сразу клюет по ходу. Потому что прошелся, поклевок не было. Только закинул здесь, тюк, сразу первая поклевка, включаю камеру, сразу удар. Ну, все равно глянем. Так. Ну, что? Будем смотреть. Так. Включаем. Песчаное дно вижу. И больше никого не вижу. О, что-то пролетело. Ну, кашка стоит. Кашка работает. И если кто-то к кашке подойдет, вот здесь у меня пока удочка. А так будем периодически. Сейчас возле кашки посмотрим. Вот она, кашка у меня. Частично ее, конечно, вымыла, но пока пусть до конца вымоет. Немножко еще там есть. Вон, видно, что вымывает ее потихоньку. Здесь пока никого. Сейчас пойдем глянем возле той кашки, что у нас. Подошел кто-то, не подошел. Вот видно прикормку там вдалеке. Видно пшенку рассыпанную. Но здесь пока еще никого нет. Подождем. Подождем твою маму. Подождем твою мать.
Говорят, еще творог хорошо работает, но творога сейчас у меня нет. Кашка выходит дешевле. И в принципе она работает. Ладно, выключаем. Так, ну что, не будем терять время. Начало есть. Поймали хорошенького хариуса. Теперь первым делом пройдусь вот эти вставные удочки. Попробую пробурить, насадить. Потом опять пройдемся по луночкам. Потом будем искать рыбу. Янскадан. Я уже рада. Так, устанавливаю вставные удочки и заметил, что здесь поклевка. Была поклевка, и вот он, Ёрш Иваныч уже здесь. Тут как тут. Уже успел заглотить. Только-только установил. Ладно, Ёрш тоже рыба. Так он у меня уплывет куда-нибудь. Ладно, с этой стороны поплавай. Ерша здесь много. Если ёрш повиснет на крючке, то белая рыба не успеет попасть. Ну ладно, пока не будем отвлекаться, пусть стоят пока. Так, сейчас еще раз пройдусь одной удочкой по 5 пробуренным лункам и пойдем буриться вниз к более глубоким местам. Опять же, по пробуренным лункам в первую очередь пройдусь удочкой по пару забросов, ну а потом выставлю или вставные удочки, или продольники. Как-то вот так. Так, убираем пока, чтобы не мешалось. Никого не было. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Походу никто не подошел. Большого скопления хариуса здесь нет. Оп, нет, что-то есть ёрш. Зацепился ёрш, но он зацепился слабо. Отпустим, пусть пока здесь поплавает. Далеко, надеюсь, не уплывет. Может быть, потом нацеплю на большой крючок в качестве живца. Хотя шансов поймать налима уже мало, но чисто теоретически, если рядом будет проплывать, ерша может заглотить. К нашей кашке подошел ёрш. Сейчас камеру смотреть не будет, потом посмотрим, что подошло, что не подошло. Буквально по пару забросов на каждую лунку и пойдем буриться. Так, ну что, начало было многообещающим. В итоге вот пробурил, короче, все вот такие вот удочки, не вставные, а обычные удочки, штук, наверное, 8 поставил ниже кормушек, вот этой площади. И дальше вот так вот по диагонали сделал лунок 30 до зашугованности. Там пошел лед с песком, с камнями. Думаю, что лунки,
ножи от ледобура не убивать. Пошел на чистый лед, где стало по чистой воде осенью. Лед и тоньше там. И чистый лед без зашугованности. А успел все равно цапануть песок с камнями. Сейчас плохо бурит. В общем, пробурил еще лунок 30, наверное, туда, потом здесь. Я так думаю, там уже пойдет заглубление. И сейчас вот просто по 2-3 заброса пройдемся в первую очередь удочкой с мормышкой. Без мотылочка тут. Да ёшкин кот. Ладно, бог с тобой. Без мотылка с подсадки опарыша. Ну, на дурнину просто вдруг что-нибудь там плавает поблизости. Если что, я так думаю, может хапнуть, если хариус или ясь там. Пройдемся буквально по минутке на каждую лунку. Это уйдет где-то полчаса. Вот такая вот у меня без мотылочка, кто еще не в курсе. Срезанный столбик. Или как ее? Столбик со скосом или цилиндр со скосом. Что-то такое. В принципе, мормышка рабочая. Без мотылка. Я так думаю, если рыба есть, если она хочет есть, должна хапнуть. Заодно проверяем глубину. Здесь мелко. Здесь мелко. Но сейчас по прогнозам всю неделю будет плюсовая температура. Я так думаю, вот эти пробуренные лунки не замерзнут. И в дальнейшем можно будет так изредка бегать по ним с удочкой. Потому что сейчас уже пошла свежая вода. Хариус активный. Он будет гулять. И типа как на лесной речке, я так думаю, если рядом он будет находиться, вполне может хапнуть. Ну и где пойдут поклевки, где будет чаще ловиться, туда можно поставить продольнички. Продольнички на маленьких крючках, на червячков. Не знаю, как сиг, хариус, но ерш, я думаю, будет ловиться точно. В это время обычная ерша пару банок-то 3-литровых раньше ловил. Пока тишина. Долго времени не теряем. Тут вообще мелко пошло что-то. Я знаю, что где-то здесь должно пойти заглубление. Вот этот свал найти. Свал. Я так думаю, на свале что-нибудь да все равно мы поймаем. Если не на удочку, то на продольник. Вон глубина какая получается. Сантиметров, ну, полметра подо льдом, не больше. Мелко, но хариус на мели живет. Не знаю, как сиг язем. Ну вот здесь уж пошло чуть глубже. Здесь уж пошло чуть глубже, сантиметров на 20. Я так думаю, дальше пойдет заглубление. Вот. Так, ну что, до первой поклевки. Как только, так сразу. Сделаем включение и покажем, что и как. Пока тишина. Пока в улове у нас 2 ерша и 1 хариус. Сейчас пройдемся по луночкам, проверим вставные удочки. И, наверное, отдолблю палки. Поменяю мальков. По-любому за неделю, наверное, уже сдохли. Вот, смотрите, да, запомните эту лунку. Лунка пробурена под сотку. Но сюда стекает вода
потому что здесь вот сантиметров 5 глубины уже вода. Вот то, что дождь идет, то, что снег тает, она все собирается и стекает вот в эту лунку. Которые лунки на поверхности, как бы там нормально, а здесь она стекает. И вот этой теплой водой сегодня уже будет такая лунка, завтра, возможно, уже будет целая майна здесь. Как бы, если лунки бурить, то надо как бы не в низине, а на возвышенностях, чтобы не промывало. Вон вторая лунка тоже. И сейчас махом промоет. Вон. Целый водопад здесь уже получается. Если не подморозит, то скоро здесь будут вот такие дырки здоровые. Так, все. Тут, видать, уже глубже. В течение леска у меня не достает. Метра 3 лески уже не хватает. Вот сюда, наверное, и надо будет ставить продольнички. Вот здесь вот на старой буранке, на возвышенности уже нормально. Вот сюда и надо так, на буграх бурить лунки, чтобы их не промывало. Оп, поклевочка была. Я ее не видел, я ее почувствовал. Кто-то тюкнул. Кто-то тюкнул. Вот. Кто-то тюкнул. До дна не дошел. Возможно, это сижок тюкает. Потому что еле-еле. Еле-еле душа в теле. Можно попробовать еще с тяжелыми мормышками, с вольфрамовыми, которые грамма 1,5 примерно весят. С нимфами есть у меня пара удочек с тяжелыми. И попробовать, может, на нимфу сиг возьмет. Кто-то тюкает. Оп. Блин, что-то было. Что-то было, но сошло. Что-то непонятное. Или сижок маленький, или ёршик. Но кого-то по зубам прошелся. Все. Видать, укололся. Но кто-то здесь был. Так что сюда поставим однозначно. И все пока. Оп, нет. Блин! Вот это точно что-то было. И это было и потяжелее уже. Скорее всего, это сижок. Я так думаю. И вот сюда мы поставим сейчас продольнички. У меня 6 продольничков есть. С фидерными грузилами поставим. Заправим также кашкой. Правда, быстро вымоет, но ничего страшного. Запах все равно пойдет. А слышно, как вода стекает в лунку. О, вроде еще клюнуло. Так, ладно, пойдем проверим палки, поменяем мальков, проверим продольнички на палках, то, что осталось. 3 продольника мы убирали, запутанные, новые так и не поставили. Но там ставить не будем, потому что там мелко и течение слабое. Вот сюда, возможно, если палки достанут, поставим сюда. Оп, поклевка была. Кто-то тюкает. По-любому сижок, наверное. Тюкнет и отойдет. Тюкнет и отойдет. Вот. Хорюзок. Хорюзок.
Вот таких мы не берем, таких мы отпускаем. Не очень-то он жадный берет, я думал, сижок. Мелкий хариус, оказывается, тюкал. А разик кому-то я точно по зубам прошелся. Тут более-менее по весу был. Так что, где мелкий, там, возможно, есть и крупный. По крайней мере, глубина здесь есть. Я так думаю, что-нибудь да у нас получится. Так, ну как и в прошлый раз, в принципе. Один хариус обнадежил, клюнул сразу практически. Я повелся на это, выставил кучу удочек. Десяток, наверное, лунок 50 набурил. Где-то вот на полкилометра примерно. Проверил все. Одного маленького вот поймал, отпустил. И все. В общем, решил отдолбить палки, проверить. Замерзли сантиметров, наверное, 25 примерно. Может быть, даже по 30. Потому что без снега мороз был минус 17 градусов. Все замерзло. Проверим. Что-то будет интересное, покажем. Если ничего интересного, смысл показывать. Камеру включу, а потом видно будет. Чисто теоретически что-то может клюнуть. Потому что вон мальку насаживал, наживлял, вернее. Но никого здесь не было. Хреново. Ну ладно, что, пусть стоят. Может быть, вода прибывать начнет, может быть, кто-то язи или что шевельнется. Там видно будет. Палки пока отставить. Удочка перевернулась. Перевернулась удочка. Значит, была поклевка. Кабель-канал удержал. Так бы уже утащило. Так, ну что, смотрим. Сход. Что-то было, но ушло. Что-то было, что-то тюкнуло, видать. Но зацепилось слабо и ушло. Но поклевка была, уже радует. Если бы не кабель-канал, уже бы утащило. Сейчас. Что-то тюкнуло. Одинарная мормышка у меня тут. Легонькая. Ну, в принципе, тут не глубоко, течение не очень сильно. Хватает. Но рыба есть. Что-то клюнуло. Вот так вот у меня было. И как бы совсем легкий-то бы не утащил. Видать, что-то достойное было. Ладно. Видать, не вовремя заметил. Ловись. Рыбка, ловись. Так. Остальные пока вроде все на месте. Так. Ну, здесь что-то вроде бы как есть. Что-то дергает. Опачки. Опачки. Вот такой вот полосатик. Тюкнул на малька. Ну хорошо, Янцы, когда за всю зиму второй окунь.
Красавчик. Так что малек сработал. Так что эти палочки поднимать не будем. Я еще хотел поднять их. Пусть стоят. Может быть, еще что-нибудь доклюнет. Отличный окунь. Красавчик. Энскадан. Так, куда бы тебя кинуть так, чтобы ты не уплыл никуда. Ладно, попробуем сюда. Надеюсь, не уплывешь. Через буранку уплывешь, так значит повезет. Так, ну а здесь тоже вот буранка воду держит. Сверху там собралась вода. И здесь прямо струей затекает в лунку. Как бы тоже... Так, что-то накрутило, что-то походу было. Что-то походу здесь было. Может быть, даже до сих пор что-то там есть. О, куча ершей. Все запутали. 3 ерша, 1 подох, 2 еще живые. Так, попробуем, если сильно не запуталось, распутать. Если сильно снимем, поставим второй. Так. Ну а здесь чего? Здесь походу ничего. Ну а здесь даже долбить не надо. Вон, смотрите, как размыло. Это при том, что на всех остальных, где вода не идет туда, лед замерз сантиметров 30 с лишним. А тут вон размыло уже вон какую майну. А ведь она была замерзшая тоже. Сантиметров. Так, что у нас тут? Тут у нас ничего. И эту палку мы, конечно же, переставим. Здесь будет огромная полыня скоро. Поставим туда ближе, ну, ниже, в общем. Так, ну а теперь пойдем посмотрим, что у нас на глубине творится. Так, ну зато это промерзло. Сантиметров 30 отдолбил. Небольшое отверстие есть. Сейчас попробуем поднять. Если что-то попало серьезное, типа язя хотя бы, он уже в лунку не пролезет и придется выдалбливать все. Ну, посмотрим. Все запутано. И один ёрш только. Кто-то был, все запутал. Конкретно все запутал. И ушел. Никого. Возле берега рыбы нет. Ёрш живой, 2 малька живые. Неужели бы за 4 дня, если была бы рыба, никто бы не клюнул? Значит, вся рыба на глубине. Ну ладно, учитывая то, что вода прибывает, будем надеяться, что что-нибудь да подойдет. Пока оставляем. Так, это что? Это что-то есть, походу. Что-то есть. Хариус. Ёрш. Хариус попал, но заглотил и сдох. Вот такой вот хариус. О, уже мягонький. Только собаки. Кулома.
Так, на эту палку надежда есть, потому что она редко когда бывает пустой. А посмотрим. О, запутано все. Что-то было однозначно. Что-то было и ушло. На этот раз пусто. Ладненько. Так. Никого. Опа-на. Никого-то никого, но продольник порван. Значит, что-то было серьезное здесь. Охренеть. Порвало на узле основную леску от продольника. Или щука, или здоровенный налим. Что-то было здесь серьезное. Понятно все с вами. Ладно. Разберемся. Ух ты. Ух ты, ух ты. Кто-то что-то все-то запутал. Что-то есть. Что-то тяжеленькое. Что-то хорошенькое. Или язь. Язёк. Когда язенький нам пожаловал. Очень хорошо, молодец. Походу клюнул на последний крючок на малька. Вот такой вот красавец. И дождался. Молодец, молодец. В лунку только не уплыви, а то здесь везде вода. Вот и язёк первый. Ну как первый? Сегодня первый. Дай бог не последний. Янцкадан. Так, вроде натяжка есть. Что-то небольшое есть. Сижок, наверное. Нет, ёрш. Ёрш 1, ёрш 2, ёрш 3. А нет, 2 ерша. 2 ершочка уже подохли. А ерши-то подохли, оказывается, не своей смертью. Вон порез. Кто-то их хапал. Походу это щука. Потому что налим бы обсосал, а щука хапанула. Поняла, что на леске яд пустила. Так что щука здесь есть. Если попадет на толстую леску, то будет шанс. Зубастая здесь обитает. Зимой мы здесь поймали одну хорошую щуку. 3 400 на этом месте попало. Там 3 700, здесь 3 400. 2 щуки в этом году зимой поймали на палке. Весной, так что есть тоже шанс. Если ершей хапает, может быть и малька хапнет. Тут-то шанса нет, леску перекусит, а вот на толстой, возможно повезет. Будем ждать. Никого. Здесь вон тоже как размывает опасная лунка. Ладно, денек пусть еще побудет, если дальше будет так размывать, потому что размывает оно все вокруг. Между первым льдом вот там уже пустота. Такие места очень опасны. Здесь никого. Пустой продольник, даже ершей и тех нету. Офигеть. Блин, ну ладно.
Еще разик насажу, если завтра будет пустое. А тут и насаживать нечего. Тут все черви даже целые. Надо менять место. Так, ну и последний продольник на сегодня. Что-то затянуло у нас по времени. Начало темнеть уже. Хотел еще закинуть пару штук. О, здесь у нас что-то есть вроде как. Здесь у нас что-то дергает. Опачки. Опачки. Вот такой вот харюзец напоследок, Емцкадан. Заглотил до кишок. Харюса это дело любит. До самого-самого желудка. Аппетит был. Блин. Емцкадан. Ну вот. Не пусто. Не густо, но и не пусто. Будет сегодня малосолочка у нас отменная. Так, ну вот на сегодня, наверное, и все. Пока совсем не стемнело, давайте подведем итоги нашей сегодняшней рыбалки. А у нас сегодня вот такой вот улов. Харюс порадовал. Здоровяк первый, из-за чего я полдня потерял в поисках на удочку. Этот харюс у нас подох, этот у нас заглотил. Два средних, получается 3 харюса, язь и вот такой вот окунь. И ершей штук десяток, наверное. Вот такой вот у нас сегодня улов. Вот. Сейчас я под фонариком еще раз проверю вставные удочки. Если что-то серьезное попадет, сделаем включение. Нет, так и нет. Вот. Сниму ершей, там по-любому, наверное, ерши уж повисли. Проверю удочки с мормышками на опарышей. Тоже грязью беру. Завтра приеду, оставлю, потому что по прогнозу плюсовая температура, ничего не замерзнет. С кабель каналами они не уплывут, я так думаю, не утащит никто. Оставляем до завтра. И, наверное, 2 палки, которые я поднял, переставлю под фонариком вниз, там поглубже, где я сегодня бурился. Пробурил лунок 50. Видел поклевочку мелкого харюса, отпустил. Посмотрим. Кину пробных пару продольников туда. Если будет завтра какой-то результат, будем переставлять наши палки туда. Здесь вроде и хариус поклевывает, но его здесь походу мало. Вот одна поклевка с утра была и все. С Ромой тогда 2 хариуса поймали и тоже и все. Так что не густо здесь. Все, на сегодня все. Всем спасибо за внимание, всем пока. До завтра, до новых встреч на канале Коми Рыбак. Увидимся.